Все, вот и Новый год закончился. Я сейчас в Дайтоне гуляю, как обычно, вечерком перед сном. Новый 2022 год. Будет весело. О, не вытаскивается. А почему эта елочка не включится? Папа, это мама. Ну что, сегодня 7 января. Какие новости? Ничего нового, в принципе. Единственное, что мы все заболели, ну, кроме Насти, хотя она тоже скоро, наверное, заболеет вместе с нами. Дети тоже заболели. Вот. Я не знаю, что это такое, где подхватили. Ну, уже не новость, потому что мы постоянно болеем сейчас. Видимо, сезон такой, плюс коронавирус. Я даже не знаю, коронавирус это или нет. Вот. Ну, симптомы такая. Тяжесть общая. Насморк немножко. Там, горлышко першит. Вот, чихаю постоянно. У меня одно и то же. Ну, мне кажется, мы коронавирусом уже не раз, если даже это коронавирус, не раз уже переболели. Вот. Все нормально. Вот завтра, надеюсь, будет легче. Сейчас вышел прогуляться, чуть-чуть воздухом подышать. Вот. Так, тут совсем рядом с нашим домом есть маяк. Такой огромный. Сейчас мы на него будем подниматься. Тут этот комплекс весь музейный. Стоит вход где-то $7,5 за взрослого. То есть вообще отлично. Сейчас будем подниматься.
вся история про маяк. Только здесь дом со стеклянными дверьми. Заходить нельзя, но вот можно посмотреть, как жили раньше смотрители маяка. Вот здесь вот так вот. Горшок вон ночной. Там, наверное, даже не убрано еще. Здесь спальня. Спальня детская. Здесь пианино стоит. Камин. Красивая мебель старая. Здесь вот показывает, какой луч света гуляет. Ой, не могу крутить. Например, от угла меняется направление. Вот это оригинальная линза маяка. Такая вот увеличивает. Прям впечатляющая. Такая большая лупа. Ну это вот фонари, естественно. Сами фонарики. Огромные. Так, а здесь мы нашли маяк, на котором мы были в Швеции. Кто смотрел серии нашего мирового кочевья, можете увидеть. Вот так. О. Какая тут винтовая лестница-то. Да, тут аккуратней. Держитесь за перила.
так далеко от дома наши. Это вот река Халифакс. Вот она впадает вот в океан здесь вот. И здесь вот она идет. Она идет все вдоль океана, фактически вот так вот. И вот туда. Там Дайтона находится. Мы сейчас, получается, поехали на юг. Так, мы уже вниз сейчас спускаемся. Настя нас стремит. Куда мы пойдем? Куда пойдем? Куда пойдем? Вниз. Мы куда пойдем? Куда пойдем? Ого, вот здесь уже оригинальные фонари стоят. Although Winslow Lewis was correct in thinking a lens would help focus the light and create a beam that would be invisible from further. Containing anywhere from a couple dozen regardless of their size, remember lenses quickly. Писал. Я тут! Я тут! Пошли еще гости. Я отсосаюсь. Так, а где твоя? Только что здесь была твоя тарелка. Да. Девушка, не возьми сюда. Просто на столе даже еду вообще нельзя никакую оставить.
Че, вышел погулять вечерком. Очень люблю флисовую одежду вообще. Сейчас так прохладненько. Не знаю, конечно, зачем вам эта информация про флисовую одежду. Ну, пусть будет. Я все-таки этот блог веду, влог, для самого себя больше, для истории, для памяти, не для просмотров. Это все, как вы понимаете, просмотров-то совсем немного, что там, ну, 1000 просмотров. Это ж так больше информация для истории. Когда-нибудь, может, когда меня уже там не будет, это кто-то будет смотреть, будут смотреть наши потомки и будут знать, что вот у меня там дедушка-прадедушка любил флисовую одежду. Пусть знают. Я вот про своих там бабушек, дедушек вообще немного всего знаю. Не говоря уже там про бабушек, про дедушек, как они жили, что они любили, что носили, какие предпочтения у них были. Ничего этого не знаем. Надеюсь, мои потомки будут об этом знать. Вот, и сейчас на мне даже 2 слоя флисовой одежды. Болезнь, кстати, отпустила. Очень долго болел. Не знаю, что это такое было. Так и не понял. Может быть, грипп какой-то, потому что отходняк такого он у меня что-то на носу. Там болячка даже вышла. Тут еще голос с хрипотцой у меня пока. Очень долго, конечно, неприятно болеть вообще. Тем более за последнее время, там даже за месяц, можно сказать, 2 раза болел. Ну, куда уж так не годится. Сегодня 12 января. И через 10 дней у меня будет день рождения. Будет юбилей. 30 лет. Вот, начнется новый десяток. Здорово. Вот, и сейчас уже у нас есть планы на празднование дня рождения. На мое день рождения мы поедем в Орландо. Будем гулять по Орландо. Вот, и там будет очень крутое мероприятие. Совпадает как раз с моим днем рождения. Там будет, по-русски скажу, по-колхозному, дискотека. Ну вот, это транс-музыка, короче. Те, кто в курсе, должны знать, туда приезжает Рубен де Ронд, там Деза, Султан и Шепард. Вот, это офигенные чуваки в мире электронной музыки. Вот, и это совпадает с моей днюхой. Я уже купил билеты. Ну, билет для себя. Настя с детьми будет в гостинице. Вот, спать. А я буду тусить, танцевать, отрываться. Я то 100 лет не был на никаких рейвах вообще. Последний раз я был в Голландии на рейве, как раз проезжали мимо на Люмина Сити at the Beach. И было вообще здорово. Мне там очень понравилось. Ну, видяшка есть. Это в мировом кочеве. Это все добавлял, кто видел. Вот. И сейчас, наконец-то, я буду на офигенном привозе. Тем более, сейчас мы находимся во Флориде. Сюда постоянно ездят. Это, можно сказать, как вот Майами. Это как мекка электронной музыки. Очень много классных привозов туда приезжают. Я смотрю, у меня слюнки текут постоянно. Но Майами далековато находится. Орландо совсем рядом. До Майами это 5 часов езды на автомобиле. Ну, это куда не годится ради рейва одного ехать. Это далеко. А Орландо всего в часе езды. Ну, еще можно до Тампы поехать. Тампа, там это 2 часа езды. Вот. И вот так здорово. Так что я в предвкушении. Talking out his neck, pistol to his throat, blow this motherfucker, he on you, on the ground, so take a night. Четверг, 12 часов ночи. Движуха в Дайтоне идет. При том, что температура сейчас где-то 15 градусов Цельсия с плюсом. Прохлада, но люди что-то тусуют все равно.
Сейчас вышел к океану. Мне дали по носу мне в Дайтоне. Да ладно, шучу просто что-то. Суп готовил, короче. Морковку натирал и случайно носом так, хура! И вот получилось, блин, жесть вообще. Так вот супы варить тоже опасно. Вышел при свете дня гулять просто пешком. Это чудо, редкость выйти при свете средь бела дня. Просто Настя сегодня пораньше пришла, я думаю, да, как пройдусь, просто пешочком погуляю. Вот, замечательно. Сегодня полнолуние, такой закат обалденный. Красота. Ух ты, неужели тут футбол показывают? Ну, сокер по-американски. 100 лет не видел этого. Я, кстати, снова футболом начал интересоваться. Спустя 15 лет затишья и, как говорится, этого перерыва снова начал интересоваться футболом. Ну, просто смотрю, что, кто, как, где играет. Кто куда перешел, что-то интересно, ну как хобби такое, снова интересно стало. Я бы, конечно, еще поиграл бы вживую сам, потому что я устал виртуальный футбол играть, я-то поклонник PES, Pro Evolution Soccer, я никогда FIFA не любил, не, поначалу любил, но FIFA по сравнению с Pro Evolution Soccer это вообще аркадная игра по самой физике игры. Она неинтересная. Ну, для меня вообще неинтересная. Да, у него все логотипы есть, все лицензии есть, всех лиг, всех клубов. Но Pro Evolution, да, в этом плане страдает, но сама физика игры, она вообще другая совсем. Вот, и такие вот дела. Ну, футбол я все равно люблю, как бы, куда деваться-то. Во мне где-то живет та нереализованная мечта, карьера футболиста, наверное. Я очень мечтал. Ну, как и все мальчишки во дворе, конечно, мечтали играть в футбол профессионально, попасть в какой-то клуб. Но не в нашей республике, конечно, не в республике Чувашия. Там, чтобы куда-то пробиться, это, ну, нереально практически. Это стопудово надо ехать в Москву, играть там, начинать с всяких академий, попадать туда. В Чебоксарах это не то совсем. Вот. А мог бы стать футболистом великим, конечно. А хожу здесь теперь в Дайтоне, слоняюсь. Ну что, какие новости? Папа, что, болеешь? Да. В общем, Нужно тебе лекарство давать. А доктор сейчас придет. доктор сейчас придет, да? Вот у меня дочь заботливая. Да, сейчас приедет. У него машина есть. В общем, какие новости? Заболела снова. Не успел выздороветь буквально дня 2-3-4. Лучше станет. Ой, дала мне сосочку тут. Все. Ой, спасибо. Пожалуйста. Вот, Настя тоже себя что-то чувствует недомогание. Я тоже чувствую. Да? Ага. Мне ничего не болит. Ну хорошо, не надо Здесь болеть. не болит, здесь нет. Правильно, не надо болеть. Ой, Сейчас блин, вообще, пускай что за фигня? чуть-чуть. Так уже бесит болеть просто. За последние месяца два уже тут 3-й раз получается. Вот сейчас температура поднимается.
Я, походу, понял, что у меня случилось, почему так. Сегодня слег. У меня в копчике сегодня стрельнуло. Там нерв, короче, сидел сегодня, бах, встал, как стрельнет. Вот, и тяжело было ходить. Я понял, то ли я продул вот эту нижнюю поясничную сторону, или где копчик, или нерв там сместился. И, в общем, у меня это не простуда, это не вирусная тема, потому что у меня было такое уже со спиной, с верхней частью, я его продул. Вот, я слег с температурой высокой, я не понимал, из-за чего. То есть у меня не было ни насморка, ни кашля, ничего, просто вот температура и вообще слабость, то есть и озноб, хочется прогреться. И тогда я полечился грелкой, просто ставил грелку на спину, горячим яйцом еще проходил там. Вот, ну, я не знаю, горячим яйцом это такая народная медицина, наверное, но в любом случае что-то горячее, теплое надо. Яйцо как бы оно забирает всю хворь, что там есть, и это вот тогда помогло, прям хорошо отпустило сразу. Но я тогда это не сразу понял, что я продул спину и шею. Вот и сейчас то же самое с копчиком. Я сейчас в горячую ванну лег, повалялся, отогрелся и чувствую себя лучше. Вот. В идеале бы грелку, конечно, купить и уже грелкой греться. Греть свою пятую точку. Я вот не знаю, может быть, организм настолько изнежился, потому что мы давно уже не видели нормальной зимы. Такой. И сейчас относительно похолодало. Вот сейчас ночью только будет опускаться аж до плюс 9. Вот. И может как-то незаметно продуло. То есть организм, видимо, просто уже не готов даже к таким холодам. Потому что когда долго живешь в теплых краях, вот даже такой холод, там плюс 10, плюс 15, это вообще кажется, ну, холодно. Такое значительное похолодание. Вот, видимо, уже отвык организм от этого. Так, наверное, месяц не катался на велосипеде. Сейчас вот подъехал на турники, кто помнит. Эти турнички мои любимые. Вот. А кто помнит, здесь была баскетбольная площадка. И вот сейчас здесь все взрыли. Интересно, что здесь будет. Потому что такая хорошая была баскетбольная площадка. Даже тяжело представить. Неужели торговый центр какой-нибудь, как в России? Или церковь? Даже не могу представить. Посмотрим, что здесь будет. Потому что ее точно не реконструируют, потому что она в хорошем состоянии была. Что ее реконструировать-то? Американцы лишний раз тоже не будут фигней страдать. Посмотрим, что здесь будет.
что, сегодня 21 января. Я впервые в этом году одеваю куртку, потому что очень сильный ветер надувает с севера. Не скажу, что холодный, просто сильный. Сейчас где-то 15 градусов с плюсом. Вот, сходил на океан, погулял, одел куртку. Вот. Что, завтра у меня день рождения. Завтра вот расскажу. Планы немножко поменялись про то, что я рассказывал, то, что я хотел. Вот. Беги, беги, беги. Hi. Okay. Ну что, с днем рождения меня сегодня. 30-ка, 30 лет. Аечка на танцы, вот сейчас отвез, проснулись, чуть не проспали. У Наськи сегодня выходной, она с Эльдаркой дома осталась. Вот. Знаю, у меня вот новое десятилетие для меня началось, и для меня, наоборот, все как с чистого листа. То есть 30 лет, 20-летие уже прошло. Такое вот еще, такая разведочка. 30-ка это будет интересно. Еще интереснее, чем 20-летие, надеюсь. Не надеюсь, но все буду к этому делать. Вот. Такое вдохновение, наоборот, воодушевление. Надеюсь, уже таких детских ошибок не буду допускать, как в 20-летие. Ну, ошибки — это часть жизни в любом случае. Какая разница, ошибки, не ошибки. Из этого и состоит наша жизнь. Наша короткая, но интересная жизнь. Хочется так вспомнить тоже про прошлое десятилетие свое, с чего я начал свое 20-летие. Так повспоминать, порассуждать немножко. Свое десятилетие я начал, когда у меня было, это был 22 января 2012 года. Вот. Месяц, как я вернулся с армии, с мест заключения своих. Вот. Месяц пришел. Пришел, конечно, потерянный. То есть я 20-летие начал просто ужасно. И не просто ужасно, даже не сам факт того, что даже в армии был. Меня еще добило одно дело, когда я пришел с армии, еще больше. То есть, представляете, вот ты приходишь с армии, ты хочешь вот прийти домой, просто вот, и просто, чтобы ничего не менялось. Чтобы все было, вот просто прийти и лечь на кровать дома и лежать, вот после армии. Ничего не хочется тебе в армии. Вот, и меня тут киданули с квартирой. То есть я приехал с армии, и так оказалось, что мою квартиру продали. Вот, не буду вдаваться в подробности, что как, ну, короче, меня киданули жестко просто. Продали квартиру. И нужно было собирать вещи. То есть я вместо того, чтобы лежать и наслаждаться просто тем, что я вернулся домой и ощутить тот дом, мне нужно было собирать вещи все. Из моей комнаты, там. Короче, переезжать надо было. Тут. И вот этим, собственно, я занимался. Вот, и я не насладился возвратом с армии. Это было ужасно. То есть меня так жестко киданули, опрокинули. Это был ужас просто. Я до сих пор вот это вспоминаю. Такое омрачение. Ну, просто такое разочарование. Такой облом. Облом был жесткий очень. Вот. И с того началось мое десятилетие. Не сладко, конечно. Не сладко. Вот. Но дальше я был абсолютно после армии потерянный. Еще с хатой были такие проблемы в Чебоксарах. Был потерянный. Знаете, когда приходишь с армии,
твое, как этот, твоя карьера, ну, твое видение карьеры становится не дальше, чем охранника в пятерочке. Вот, потому что в армии очень так хорошо промывают мозги, и вообще ты там деградируешь конкретно. Реально, я, в общем, пытался устроиться в пятерку. Ну, я же отслужил, у меня же военный билет же есть. Там берут же в охранники-то берут, что? Хорошо, военный билет показал, все, в армии служил, значит, ты идеально подходишь для охранника в пятерочке. Вот, собственно, для этого, наверное, и армия идеально подходит. Вот предел мечтаний охранник в пятерочке. Вот, я устроился в Карусель. Ну, Карусель — это торговые, тоже торговые сети, охранником. Поработал там буквально 1 день. Все, я ушел. Я понял, что это не мое абсолютно. Вот. На много каких работах я, кстати, работал по дню. Мало кто, наверное, знает. Мне хватает 1 дня, чтобы понять. Ну, 2 край. Ну, чаще один день. Если 2 дня, значит, 1 день я вот понял уже, что не надо, а 2-й день как-то через силу просто себя переборол, но потом все равно ушел. Вот, я понял, что это совсем не то, чем я хочу заниматься в своей жизни. Вот, и я, в общем, взял себя в руки, ну, уволился и взял себя в руки, понял, что нужно в этой жизни что-то менять, и менять самого себя, во-первых. Потому что год деградации, понимаете, для молодого парня, 19-18-летнего, ну, армия, я считаю, вообще я большой противник срочной службы. Вообще армии самой, ну, армия, ладно, это другой вопрос уже, как бы, но я большой противник срочной службы. То есть тогда, когда тебе нужно развиваться, тебя забирают в армию силом фактически. Потому что добровольно, конечно, никто туда практически не идет. Конечно, можно себе кашу там заварить в голове, такую придумать, вот, защита Родине, долг Родине, там, еще что-то, и пойти, да. Но я абсолютно не был к этому готов. И вот меня забрали. А забрали-то как? И тоже не с первого раза. Мне пришла когда повестка. Я учился в университете на тот момент. И я думаю, что за фигня? Я просто сжег эту повестку, нафиг. Думаю, что за бред? Потом мне пришла уже в декабре 2010 года 2-я повестка, только уже с прокуратуры. Вот. Я думаю, что за фигня? Ну, я испугался, прокуратура, думаю, ой, и побежал в прокуратуру нафиг. Думаю, что за фигня узнавать. А мне пришли такие, говорят, это, короче, ничего не знаем, иди в военкомат, это нам с военкомата, типа, пришла. Иди в военкомат и там все узнавай. Ну, я, блин, ладно, пошел в военкомат, объяснять им, что я учусь, все дела, тыры-пыры. Пришел в военкомат, объясняю им. Вот, говорю, давайте. У меня я учусь, что за фигня? Они такие, открывают все там свои архивы, документы. Они говорят, ты когда, говорит, с универа ушел? Это был 2-й университет, в котором я учился. С первого я бросил в Казани, в КГУ. И говорю, ну я в октябре там какого? 18-го ушел. Ой, как 18, что я несу-то, блин. 9-го года. 2009-го. Они посмотрели, открыли. А нет, милок, ты, говорит, ушел 25 января 2010 года. А что это значит? Это значит, что когда меня отчислили из университета, мне было уже мне было уже 18 лет, когда меня отчислили в университет. А законы такие в России, что если ты отчисляешься из университета, когда тебе 18 лет уже, то тебя должны забрать в армию. То есть не важно, что ты уже учишься во 2-м университете. То есть такие тупорылые законы, ну, правила в России. Ну, как обычно, короче. Все. Иди, говорит, проходи медосмотр. Ну, я такой, у меня даже сказать нечего. Ну, а что я мог сказать, 18-летний пацан? Ну, ладно, думаю, пошел. Буквально быстро вообще прошел медосмотр, там, я не знаю, за полчаса, за час, наверное. Насколько позволяла там очередь. Вот, прошел, ну, все идеально, там, А1 категория, или как там это,
Ну, это самое, то есть в любые войска можно идти, типа, туда-сюда. Все. Приходи, говорит, даем тебе 2 дня на сборы, приходи в понедельник. То есть все решилось за 3 дня фактически. За 3 дня все решилось, и меня забрали в армию. И попал я в самые задницы. Иландский гарнизон в начале, учебка. Как и называют, гарнизон смерти. По НТВ даже много раз показывают, потому что там очень много стреляются народу, вешаются в раздевалках. Вот. Иландский гарнизон, потом Тотский гарнизон, это в Оренбургской области. Еще одна задница, то есть из одной задницы. Со своим здоровьем А1 даже вот это было обидно, что я попадал в какие-то задницы просто. Могли бы уж хотя бы в нормальные войска меня куда-нибудь отправить, типа, не знаю, десантные хотя бы, ну не знаю, там с парашютом бы хоть попрыгал. То есть за время своей службы абсолютно ничего интересного не было. Или, не знаю, ну, на флот лучше бы там. Ну, блин, хотя бы что-то интересное было. Там такая задница, пехотные мотострелковые войска. Какого хрена я туда попал? Я же думал, какого хрена я в прокуратуру тогда пошел, потом в военкомат. Вот идиот наивный был. Ведь вот у меня не было тех людей, которые могли бы мне что-то посоветовать. Вот не было, не с кем было посоветоваться. Вот я же все сам на грабли наступал. Сам наступал на грабли. И вот обидно, конечно, от того. Ну, я не жалею, конечно, все, что было, оно было. В любом случае, уже ничего не изменить. Главное, что я хотя бы здоровый с армии пришел. Вот. И излечился от этой армейской болезни, когда пришел с армии. Конечно, я все бросил, просто все бросил. Но у меня ничего не было, чтобы бросать. Собрался духом и собрал рюкзак. И отправился в путешествие, можно так сказать, на Украину. Белоруссия, Украина. Я, по сути, там сколько? Март, апрель, май. 3 месяца я там бродяжничал автостопом. Набирался сил, набирался опыта, общался, путешествовал там по этим странам. Просто автостопом, как бы не было никакой цели. Я мог в ночь поехать там с Львова в Киев и потом днем вернуться обратно во Львов. Просто вообще, вот. Просто интересно. Вот столько энтузиазма же у меня было. Сейчас бы я думал, нафиг мне это все надо. Я уже такой, как бы, уже другие интересы немножко. И сейчас бы я, наверное, меня так бы не заставишь так делать. А тогда я бы просто был очень голодный до впечатлений. И это было классно. Классное время, конечно. Не спал. Там было 3 суток практически нормально. Я не спал. Просто автостопом ехал куда-нибудь. Я помню, почему я не спал, потому что я ехал, было холодно, я ехал быстрее на юг, или на юг, или на запад, то есть до Бреста ехал, потому что там было тепло, вот, и через снега я ехал, ночевать негде просто было. Интересно было, интересно. Потом я вернулся уже в мае 2010 года. Вернулся в мае, что там дальше там... Что-то все забыл уже. На самом деле, очень насыщенный год был. Ой, насыщенное десятилетие, особенно вот это вот начало десятилетия было очень... Даже я не помню, а что я делал-то в 10-м? Ой, не в 10-м, что я опять несу-то? В 12-м году вернулся, и я решил восстанавливаться в университете. Потому что меня забрали в университете, и у меня было право вернуться в университет. Я пришел в деканат, ну, в главный корпус ЧГПУ своего, где я учился, педагогической. Вот мне говорят, там одна какая-то женщина была, которая все это заправляла, принимала все эти заявки. Она мне говорила, ну ты же не будешь учиться. Ну что тебе сюда идти? Ты же не будешь учиться, все равно бросишь. Ну она просто, видимо, знает статистику тех, кто с армии возвращаются, особо там не учатся, как бы, и потом все равно отчисляются, там, выгоняют. Я говорю, не, я буду учиться. Ну, то есть, вообще, как бы, с какое право она имеет так спрашивать, ты же не будешь учиться. Я пришел сам, говорю, буду учиться. Ну, то есть, такая вообще баба тоже там противная была. Ну, все, меня говорят, все, приходи, короче, в деканат. Я, в общем, начал учиться с ноября, сентябрь, октябрь, да, по-моему, с 1 ноября
я начал учиться, вернулся, начал учиться с другой группой, потому что я же пропустил год, получается. Не год, даже 2. Да, даже 2 года пропустил. Нет. Да, фактически 2. То есть с теми, с кем я поступил, учился, они были уже на 3-м курсе, а я поступил на 1-й курсы. То есть я учился там с 17-18-летними девчонками, а я-то был уже сколько мне? 20. Так сейчас смешно на это смотреть. Думаешь, блин, мне было там 20, ну почти 21 год, а девчонки 17-18 лет. И казалось, такая огромная разница. Я там уже опытный, там уже в армии был, в путешествии уже там пропутешествовал. Казалось, вау, такой... Сейчас так смешно это вспоминать, но реально. Но возраст реально ощущался, ну, чем ты младше все-таки, тем разница она ощущается. Даже полгода, год, 2, 3, вот до, наверное, 25 лет, ну, до 20 лет, ну, наверное, пусть до 25. Ну, это, конечно, возраст, это не главное. Главное, что ты повидал за это все это время. То есть можно быть и в 50 лет как девственником, и ничего не видавшим вообще в жизни. Ну, как мне кажется, большинство, в принципе, таких и есть. Вот, и мне казалось, что я очень опытный. И вот с 17-летними девчонками я учился. Вот. А я-то был с армией как раз, и почти я был 1 на 20 девчонок. И, конечно, девчонки там мне разбивали сердце. То ли я сам разбивал его, ну, то есть, свое. Вот, потому что я был неопытный там в делах любовных всех, и сам себе голову вскручивал, там, придумывал. Ну, это ладно, это так, это интересно уже там. Уже, можно сказать, интимные истории такие начинаются, любовные. Вот, и было интересно, конечно. Очень живое время было, живое. Потому что, когда любишь, ты живешь по-настоящему, это я могу сказать. То есть, когда у тебя кровь пылает страстью, это лучшее время, наверное, на земле, в человеческой жизни. Вот, дай бог кому-нибудь такое испытать вообще, ну, испытывать. Это чувство любви. Все, конечно, по-разному воспринимают, что такое любовь, но мне кажется, что вот так это и есть. Здорово. Вот, ну и проучился я там. 1-й курс я закончил, еле как, с пинками моего куратора нашей группы, потому что я даже 1-ю сессию не хотел сдавать. Ну, я такой же раздолбай немножко. Ну, вот, и я, ну, блин, не хочу, короче. Там как раз новогодние каникулы, надо было к сессии готовиться, а я ничего не готовился вообще. Но сдал, там, с грехом пополам, но сдал. Вот, мне куратор писал мне: ты что, пойдешь на сессию-то? Я говорю: нет, она мне там так наехала, говорит: ты чё, блин, идиот, что ли, давай там это, вообще меня подбодрила меня, и я пошел сдавать, и все сдал. Вот. И потом на 2-й курс это был 13-й год, получается, и 2-й курс я даже отучился полгода и все. Я пострадал от этой же самой любви. Я перегорел, короче, все. Психически сорвался, наверное, психологически. Пришел, буквально решил за день, за 2, или за 3, там, не помню, за 2, наверное. Я обычно все быстро делаю очень. Ну, люблю так сжигать мосты и все быстро делать. Наверное, в этом хорошо. Ну, это черта моего характера. И пришел в деканат и сказал: все, я ухожу. Они все поняли, ладно, говорят, как бы, там особо не держат, и ничего, как бы, мы уже взрослые люди, сами решаем. Это в школе же так не можешь прийти и сказать: все, я устал от вашей учебы и ухожу. Там никто тебя не отпустит. А здесь спокойно, вот я пришел, решил. А я уже как раз наметил, что отправлюсь в путешествие. Все, хватит с меня всего этого. Уеду нахер. И начал готовиться. Всю зиму готовился, 3, получается 4 месяца, почти 5 я. Ну да, 4 месяца я готовился, наметил направление на юг,
Ну, это уже велопутешествие. Велосипед готовил, снарягу. И отправился на Кавказ. Крым, Кавказ. Первое вот мое велопутешествие было, получается, год. За это я проехал там 13,5 тысяч километров, по-моему, да. 13,5 тысяч километров, вот год. И это было мое первое путешествие. Ну, вы, наверное, думаю, знаете. Жалко, я тогда это ничего не снимал вообще. Я даже про YouTube ничего не думал. Не то, что про YouTube, я про видео ничего не думал. Сейчас мне немножко вот в этом плане обидно. Потому что если бы я снимал видео, это, во-первых, для себя просто самого, это была бы классная история. Я же даже вот это вот сейчас снимаю, записываю. Это же как дневниковые записи. И для себя интересно. Ведь что-то забудется, особенно подробности, что-то забывается. Вот. Даже вот сейчас я вот это вот рассказываю. Вот, например, как я бродяжничал по Украине, Беларуси. Ведь я на самом деле много чего вот прям уже тяжело вспомнить. Именно подробностей, мелочей. Как бы в целом, да, можно вспомнить. Но подробности уже вот вдумаешься, блин, и на самом деле утрачивается. Что-то уже и не вспомнить. Каких-то интересных моментов, людей. Печально, конечно. Хорошо, что придумали видео, и все-таки надо вот взять себя, как говорится, в кулак и снимать. Потому что это интересно мне, потом интересно моим потомкам будет. Детям, внукам, правнукам, потому что я это добавляю все в открытый доступ. Конечно, если выкладываешь все в открытый доступ, особо подробностей не расскажешь никаких интимных подробностей, потому что, ну, не все нужно знать сейчас всем. Может быть, спустя какое-то время, когда я буду старый уже там, ну, не старый, а в возрасте, когда уже будет не стыдно там что-то рассказать, и что было. Ну, как не стыдно, просто хочется рассказать про каких-то людей интересных, какие-то интересные подробности, но сейчас это не нужно, не хочется палить людей и вообще, потому что относительно немного времени прошло, хотя с какой стороны это посмотреть. Вот, и вернулся с того кавказского путешествия, как вы знаете, потом полгода практически я был дома, готовился уже к следующему путешествию, Большому Восточному кочевью. Про него вы тоже все знаете. Это был 2 года я в путешествии тогда. И проехал сколько там? 35 тысяч километров, по-моему. Вот. Азию там проехал, все это. Ну, это вы знаете уже. Вот. И вернулся уже с женой, с Настей. Нашел Настю где-то на просторах России необъятной. Вот, и началась фактически моя семейная жизнь, вот, до сих времен сейчас идет. Вот, такой большой этап, растут 2 ребенка, вот, Аечка и Эльдарочка. И вот с того момента, как я вернулся в путешествие в 2017 году, фактически вот сейчас идет почти 5 лет моя такая семейная жизнь. Вот, затянувшаяся, конечно, немножко такая психованная, ну, в смысле психованная, я имею в виду, психованный период, точнее. Ну, такой все равно, я такой человек, мне очень тяжело. Я, наверное, даже сказал, я не сильно семейный. Я, хотя очень люблю детей, конечно, там все дела, но тяжеловато, конечно. Я сейчас ситуацию просто отпустил, ну, просто стараюсь наслаждаться каждым днем. Каждой жизнь-то продолжается в любом случае. Просто я, конечно, скучаю до путешествий очень. Уже только не на велосипеде, на другом виде транспорта. Благо мы сейчас живем возле океана. Вот. И океан, конечно, манит, он манит. И надо готовиться все для этого делать сейчас. Я сам еще не знаю, что как будет. Но для этого сейчас что меня останавливает, как бы это сейчас деньги, нужны деньги, потому что, например, водное путешествие, оно не дешевое. Ну, я имею в виду яхта, все дела, там, что, как. Вот, и будем к этому готовиться. Вот, в принципе, все и десятилетие, что я рассказал. Конечно, это в целом все так грубо, топором, вот,
было очень классно десятилетие. Ну, посмотрим, что покажет нам 30-ка, 30-летие. Будет очень все интересно. С таким багажом уже будет классно. 30-летие. Будет еще круче, я думаю. Ну, как еще круче? Как это сравнивать? Это не сравнивается ничего. Ничего не сравнивается. Каждое будет и было здорово. Каждый возраст он здоровский. Самое главное, что как бы сохранил здоровье. Потому что 20-летие оно было бурное такое. Было очень бурное, да. Вот. И большая нагрузка на организм была. Не сколько физическое, а сколько испытания холодом, ветром, жарой. Очень такой закалился, наверное. Природа меня закалила. Ну ладно, что, буду на Аечку ждать. Вон дождик пошел здесь. Буду Аечку ждать. Станцев. Да, кстати, родился я в морозное утро, в 10:30 утра, 22 января в Чебоксарах. Вот, и Флорида мне тоже решила северного ветерка, такого прохладного, подогнать. Дождичек пошел, вот. Хотя были теплые дни до этого, вот, подгон на день рождения, холодный ветерочек. Вот, и классно. Так, ну что, планы поменялись, то, что мы хотели. В общем, мы хотели изначально поехать в Орландо, в город Орландо. Это в 100, ой, каких 100? В 50-60 милях от Дайтоны. Там был классный привоз по трансмузыке, но он отменился. Там Рубен Дерон должен был приехать, Родж, Деза. Ну, короче, те, кто в курсе, те знают, кто это. Но отменила. Ну, сейчас коронавирус, как бы, может, у кого-то позитивный тест нашелся и отменили. Ну, ладно. Вот мы думали, там, в гостинице поночуем, все дела. В общем, сейчас я еду в Тампу один. Там тоже классный привоз сегодня, на мой день рождения. Там приезжает Илон Блюстоун. Это тоже классный чувак в транс-музыке. Вот. И я думаю, почему бы и не съездить. И еду один. Решил от семьи отдохнуть. Настя пусть с детьми посидит. Теперь я погуляю. Вот, и еду в Тампу. Тампа подальше, чем Орландо. Это, по сути, на Мексиканском заливе. На Мексиканском заливе. На том побережье находится, противоположном. 140 миль ехать. Это где-то 2,5 часа. Вот, так что все нормально. Погода, конечно, так вот уныленькая. Дождик мелкий моросит. Ветер дует, аж машину мотает. Аж мою легковую машину мотает. Что уж говорить, если бы я на траке бы ездил, бы работал. На том маленьком, на бэйби-траке. Меня бы там вообще мотало бы. Ну это ладно, другая история. В общем, нормально все. Диснейленд рядом, и здесь вот даже линии электропередач вот такие. Думаю, все узнаете этот образ. Ну, тут и пробочка под Орландо, как обычно. Ну, затор, конечно, не пробочка, вроде едем, но медленно. Так, ну все, я приехал наконец-то, блин. Эти 2,5 часа оказалось просто вечностью. Припарковал здесь парк. Вот, и возле парка тут бесплатная парковка. Ну, простая парковка вдоль дороги. То есть можно, в принципе, это недалеко от того места,
от клуба, куда я приду, но это еще далеко до этого. Это в 10 только открытие будет дверей там. Так что я буду сейчас гулять по Тампе. Кстати, район, походу, черный. Одни черные ходят здесь. Здесь вон трамвайчики ходят. Какой громкий, блин, засранец. А вот сегодня здесь и будет мероприятие. Вон, Киллом Брюстоун. Двери в 10 только открывается. Вон здесь местный Арбат. Улица, вдоль которой идут кафешки, рестораны. Вот, движуха, люди гуляют. Сейчас еще пока нет, но вот свечереет. Сегодня все-таки суббота. Все будут гулять в честь моего дня рождения. Какая-то интересная штука происходит. This is what God said he was going to do with those people and say they are Jews and are not. Read, give me 3. Revelation. Сейчас, короче, первым делом мне надо вот погулял по этой улице, найти что-нибудь покушать, потому что очень хочу кушать. В последнее время аппетит пропал. Вот, я дома особо ничего не ем, вот сейчас вышел, я даже вон похудел опять. Мне надо поесть, что-нибудь интересное найти. В одну харю буду есть в каком-нибудь ресторане в честь дня рождения. Не, одному надо побыть иногда, от семьи уехать нафиг, всех там их оставить. Вот когда, как не в день рождения это делать. Погода прекрасная, тут еще небо немножко так расчистилось, закатик тут шикарный. Вот. Пойду в сторону даунтауна, он в принципе недалеко, вон там вот всякие уже высотки стоят. Пойду там погуляю, посмотрю, что на бомжей местных хоть посмотрю. Но наши местные бомжи уже надоели, одни и те же рожи. Одного бомжа закрыли с моим велосипедом, так что одним меньше. Если выбирать идти по тротуару или по железной дороге по шпалам, то, конечно, я выберу по шпалам. Здорово. Какая-то заброшенная веточка здесь. Можно спокойно, не боясь ходить, не оглядываясь.
Салют в честь меня. Вау. А чё без меня? Блин, жалко, конечно. Надо было салютик посмотреть. Наконец-то нашел заведение покушать. Взял пивка. Пивко, кстати, местное. Вон там сзади стоят бойлы. Это прямо вот здесь его делают, разливают. Очень вкусное, конечно, свежее пиво, обалденное просто. Не сравнится с бутылочным. Вот, взял тут каких-то сэндвичей. Не сэндвичи, ну да, можно сказать, сэндвич, салатик, пивко. Так, покушать, посидеть, посмотреть. Время у меня еще много. Нормально. Что? Покакать надо, Ая. Пошли. О, время час остается до мероприятия. Сейчас 9 часов. Капец, я прям желудок полный у меня. Покушал так, глаза голодные были. Ну, как бы я голод чувствовал. Там набрал, пиво литр взял. Прям вообще, прям аж плохо немножко. Сейчас прогуляюсь, еще до машины прогуляюсь. Вот. Так, все, офигенно. Сейчас скоро пойду буду. Будет офигенная музыка. Все дела. Вот. Вон чувак сидит, работает. Все, время уже подходит. Иду к дверям. Веселая будет ночка. А он уже очередина стоит. Офигеть. Вон. Ну, встану в конец. Все, я внутри. Пока только начало, еще там далеко до начала. Да. Make some noise for the Trance Master, Ivan Musa.
Хороший сет сыграл вообще. One more. Here you go. There you go. Very cool. Thank you for doing that. Get over there. Thank you so much. One more. Right. Push it. You know what to do. You got it. There you go. Come on, people. Три ночи, мороз на улице, ну, по флоридским меркам, сейчас где-то 8 градусов всего. Народу дофига вообще. Ну чё, пойду к своей машине, надо поспать немножко до рассвета, а там уже видно будет, что. Сейчас по-любому ехать я домой не буду. Все равно я подустал немножко, хочу поваляться просто. В целом, конечно, что не то, что расстраивает, то, что не удовлетворяет, это качество музыки. Само звучание, потому что все дребезжит, сильный бас слишком, иногда мелодию вообще практически не слышно, ну, то есть очень слабо слышно. Хочется все-таки музыку как в наушниках слышать своих. Вот, но на таких вот рейвах, конечно, так не получается. Вот, и это, конечно, так. Я, как все-таки такой музыкальный гурман, страдаю от этого. Вот, но так прийти все-таки вживую на музыканта посмотреть, которого ты слушаешь в этих же наушниках, это все равно. Ты как бы музыку, многие треки ты знаешь наизусть, и уже там можешь себе придумывать все, что угодно. Но в целом здесь звук был хороший. Я не использовал там наушников или беруш, ничего не использовал, нормально в принципе. Ну, чуть-чуть так как будто заложено, но там верха не резали ухо, потому что часто очень верха режет ухо, и прям невозможно слушать. Вот. Много где такое. А тут я нашел точку на лестнице, получается, на спуске к танцполу. На самом танцполе я там постоял, там слишком фонит, короче, колонки, потому что находишься как будто между колонок. Колонки широко расположены. Вот, и я встал на лестницу, и получается колонка прямо на нее смотрела, на меня. И звук такой хороший был. Нормально, неплохо. Фух, все, добрался до машины. Вот, сейчас устроился тут. Положил все детские кресла вперед. Вот, спальничек с собой взял, все дела. Попробую поспать до утра. В принципе, сейчас включил машину, прогрею, потому что реально холодно. Чуть-чуть пусть прогреется салон. Еще спокойной ночи. День рождения прошел отлично.